Мы завершили официальную часть нашего мероприятия и теперь переходим к прениям. К сожалению, времени осталось мало, а людей, которые хотят выступить, записалось много. Поэтому большая просьба к выступающим ограничить свое выступление 2-3 минутами. И я думаю, что будет справедливым, если будут выступать по очереди один человек из ветеранов, который присутствует на сцене, и один человек из зала. И в таком порядке каждый получит возможность сказать свое слово. Согласны с этим? Да. Руслан Эминов. Селям алейкум. Хош келдіңіз. Çok sağ olunuz келдім. Шынчық мен тек бір шыйны анқылам мағастайым. Я хочу одно определить. Значит, сейчас говорят депортированные. Очень модное слово. А если перевести на крымскотатарский язык, кулганлар. А если перевести на русский язык, изгнанные. То есть мы сейчас находимся в статусе изгнанных, изгоев. Изгнанный изгой. То есть официально существует статус крымских татар как статус изгоев. Почему-то для украинцев, которые были также в свое время, немного раньше, высланы из Украины, вернулись, они считаются реабилитированными. Для них статус реабилитированный, официально создана комиссия по реабилитированным, а в отношении крымских татар по сей день статус депортированных. Им стыдно сказать, что это изгои, а иностранное слово депортированный. Есть такой статус. И установили в отношении депортированных, то есть изгоев, комендантский надзор, правда негласный, но они говорят, не надзор, а мы контролируем этот народ. Создали, средства отпускаются на колючую проволоку для крымских татар. Правда, сейчас она в новом виде, это новые технологии. Это средства массовой информации. Это средства отпускаются на газеты, журналы, книги, которые как колючей проволокой нас оградили. И сейчас, вы помните, Преображенский сказал, не читайте советских газет перед едой, а других нет. Так никаких не читайте. Сейчас жалуются, почему мало подписываются на газеты крымскотатарские. А потому что эти газеты являются для нас колючей проволокой. Поэтому мы должны знать, что мы сегодня официально находимся в статусе изгоев. Это сегодня в центре Европы установили крепостное право. Надо добиваться отмены этого права.